сегодняшние дни дети в школу ходят, потом приходят, посещают кружки. Я в основном готовлю и убираю, готовлю и убираю. В выходные они мне, конечно же, помогают, ходят на танцы, также на вокал и в театральную студию. Самое главное, чтобы ребенок был увлечен и чтобы он был занят чем-то полезным. Ну, я стараюсь так вот, чтобы они в телефоны не играли. Игр вообще у нас нет. К компьютеру мы подходим только если нужно учиться. А вообще мы очень природу любим. Мы любим в горы, в лес ходить и на море ездить. Они вот начали подрастать, у меня, да, время даже появилось и все. И я чувствую, что мне даже чуть-чуть некомфортно. Я еще не привыкла к этому, мне немножко некомфортно. Я вот еще нахожусь в той зоне комфорта, когда вот мне же надо куда-то бежать, мне же надо деньги заработать, мне надо еще всех позабирать. Бог дал детей, Он даст на детей, вот знаю по себе. Кровать моей сестры Диляры, она здесь спит. Вот здесь вот Кристина спит, моя сестра. Вот здесь вот спит моя сестра Куртбичи. Вот здесь вот Айше, самая младшая. И там еще спит мой брат Иса. Здесь очень много животных. Вот, это кроли, морские крыски, джунгарики, еще вот такие лохматые хомячки, болтик, это шиншилла. Еще у нас очень много собак, мы любим с ними играть. Всего у нас 4. Самое главное в каждом ребенке видеть личность. И эти личности, вот все вот эти 7 личностей, они абсолютно разные, абсолютно. И вот, да, действительно, каждому ребенку нужен свой подход. В 7 классе, так как тренер посчитал, что я была одна из лучших гимнасток, меня отправила в Нижний Новгород в училище Олимпийского резерва. Я стараюсь, чтобы какие-то азы ислама они знали. Они знают свои традиции. Я очень хочу поддерживать традиции крымско-татарские, потому что мои дети крымские татары. Буминым гурурын.